звон, васильки, воржи. Это мой родимый дом, часть моей души. Все пригорки и поля знаю наизусть. Это родина моя, сказочная Русь. Милая российская глубинка, чистая, как первая росинка. Ты во все года сердцу дорога, ты моя судьбинка. На часах 9 часов 3 минуты местного времени, и мне очень приятно, уважаемые телезрители, начинать это утро вместе с вами, с нашими преданными телезрителями телеканала Радищева. Вас приветствует ваша телеведущая Галия Гимаддинова, и начнем мы с новостейного блока. А вот уже прошла неделя учебного года. Все школьники постепенно привыкают к учебным будням. Ну а мы с вами сейчас, дорогие телезрители, сможем окунуться в атмосферу праздника 1 сентября. После каникул хочется в школу. Кончилось время без проблем, букетами хризантем. 1 сентября ждут школьные друзья. 1 сентября придумали не зря. 1 сентября учеба впереди. 1 сентября счастливого пути. Мы загорели и повзрослели, нас даже учитель узнал еле-еле. Кончилось время летних тем, букетами хризантем. 1 сентября ждут школьные друзья. 1 сентября придумали не зря. 1 сентября учеба впереди. 1 сентября счастливого пути. Снова уроки, вновь пишут дети первые строки, что-то о лете. Снова время теорем с букетами хризантем. 1 сентября ждут школьные друзья. 1 сентября придумали не зря. 1 сентября учеба впереди. 1 сентября счастливого пути. Учеба впереди. 1 сентября счастливого пути. Счастливого пути. Счастливого пути. Удивительный праздник 1 сентября. Именно в этот день первоклашки слышат свой первый школьный звонок. Для многих малышей это долгожданный день, это своего рода новый рубеж, когда начинается новая жизнь. Наверное, поэтому этот праздник, День знаний, стал волнующим, ведь это начало нового учебного года. В этот день повсеместно проводятся торжественные линейки, где особое внимание уделяют, конечно же, первоклашкам. Отметим, что в этом году только в нашем поселке за школьные парты село 38 учеников.
Всего порог школы по всему району перешагнуло более 1000 ребят. Без сомнения, и для тех, кто впервые пришел в школу, и для тех, кто сделал это в этом году в последний раз, День знаний – один из самых волнительных праздников. Он несет в себе встречу с одноклассниками и учителями после длительных летних каникул, ожидание нового учебного года, который принесет и трудности, и радости, волнение родителей и педагогов. С утра нарядные школьники с цветами в компании одноклассников или родителей спешили в родную школу. Музыка, воздушные шары, плакаты с поздравлениями – так встречали школы и своих учеников. Отметим, что в школе номер 2 поселка Радищево торжество началось уже в 9 часов утра, а в Радищевской средней школе номер 1 на час позже, в 10 часов утра, на торжественной линейке прозвучало немало пожеланий и поздравлений. В каждой школе напутственные слова произнесли и представители руководства района. Верные друзья, заботливые родители и уважаемые гости, сегодня мы со всей огромной российской державой встречаем первый день нового учебного года. Закончилось сияющее лето, ушло, желаниям нашим вопреки, и в такт шагам качаются букеты, которые несут ученики. Начнутся трудовые будни завтра для педагогов наших, для ребят. Учителя, родители, ребята, вас поздравляем с 1 сентября. Этот день не просто дата в календаре, это долгожданный день для всех нас. Ведь именно сегодня, 1 сентября, распахиваются двери в бескрайнюю и удивительную страну знаний. Конечно, для каждого из присутствующих на нашем сегодняшнем празднике этот день по-своему волнителен и хорош. Но есть и те, для кого он отмечен особой радостью и особой грустью. Это наши дорогие первоклассники и выпускники. Для одних последняя линейка, для других все будет в первый раз. С волнением, трепетом, любовью сегодня мы приветствуем всех вас. Встречайте бурными аплодисментами самых маленьких учеников, самых модных, самых перспективных и подающих большие надежды первоклассников. Для них этот день запомнится как старт в новую, взрослую жизнь. А первый учитель станет для них другом, второй мамой и проводником по пути к знаниям. Внимание, встречайте! Вся наша жизнь состоит из череды каких-то событий. Больших, малых, значимых, менее значимых. Но наша школьная жизнь состоит из таких праздников, как сегодня. Это наш самый главный, самый значимый праздник, потому что он открывает начало нового года, учебного года. Мы, школа, мы с вами живем по особому календарю, который начинается с 1 сентября и заканчивается, да и не заканчивается, по сути дела, и до 1 сентября. Поэтому, дорогие друзья, мамы, папы, бабушки, дедушки, родственники, которые здесь присутствуют, вы, дорогие мои родные мои ученики, гости, с праздником вас, с большим, светлым, с 1 сентября. Всегда, каждый год все выступающие в преддверии 1 сентября говорят о том, что это особый год, и перечисляют, почему он особый. Я не буду ничего перечислять, потому что и так понятно, особый. Почему? Потому что особый он в первую очередь для тех семей, у кого идут в 1 класс первый раз их ребятишки, и особый для тех, кто идет
последний раз в 11 класс и будут отсчитывать деньки до конца, до завершения большого цикла школьного. Поэтому он особый для тех, кто ждет этот праздник, кто с радостью, кто, может быть, с некоторым опасением и надеется на то, что будет все хорошо. Я, как руководитель, от имени всех нас хочу заверить, что все у нас будет хорошо, потому что мы вас любим, мы гордимся вами и надеемся, что только в сотрудничестве с коллективом родителей, с коллективом наших дорогих ребятишек, с поддержкой администрации как области, так и нашей местной администрации у нас все получится. Доброе утро, наши дорогие учителя! Родная школа, мы так скучали. Все лето классно отдыхали. Нас в сентябре за знаниями позвали. И даже приглашение прислали. И на линейку спешим мы вместе, рука в руке. И снова школа открыла двери нам в сентябре. Особый повод, такая дата. О ней мы будем помнить всегда. Сегодня в школу наши ребята пришли на праздник 1 сентября. Что первоклассников и одиннадцатиклассников пора бы к нам пригласить. Пусть прозвучат аплодисменты в честь этого прекрасного момента. Встречайте, 1 А-класс, учитель Блинкова Елена Александровна. Встречайте, 1 Б-класс, учитель Зиновьева Татьяна Викторовна. Встречайте, 11 класс, классный руководитель Смоляникова Наталья Ивановна. Здравствуйте, мои милые, мои хорошие. Ну что, узнали меня? Это же я, Маша. А что это вас здесь так много? И все такие нарядные? А, в школу пришли. Учиться захотелось. Что ты, маленький, говоришь? Учиться любишь? А ты, лупоглазенький, хорошо учиться? Хорошо? А вот и плохо. Все равно у вас ничего не получится. Будет вам скучно и неинтересно. Да, чуть не забыла. Я вам тут тоже подарочки принесла. Какие? Замечательные. Сейчас достану. Вот они, мои милые, мои любимые оценочки. И будут вам учителя их ставить целый год. Зря стараетесь. В нашей школе учителя любят детей. И единицы и двойки мы с собой не возьмем. Перестаньте безобразничать, и тогда мы разрешим вам остаться на празднике. Значит, я должна быть тоже хорошенькой при хорошенькой, смирненькой при смирненькой, умненькой при умненькой. Ну вот еще, не дождетесь. Ребята, не слушайте Машу, мы послушаем самих первоклассников. Не слушайте их, друзья. Ваш учитель – это я. Будем вместе мы всегда поднимать науке бремя. Согласны со мною? Смотри, народу сколько, и приветствуют всем нас. Здравствуй, школу, познакомься, наш новый 1 класс. Принимают часто школы ребятишек 1 класс, но сегодня день особый. Мы пришли, встречайте нас! Позади остался садик, беззаботные деньки. Скоро первые оценки мы получим, дневники. Раньше мы играли в школу, но закончилась игра. Нам завидуют сегодня дошколята со двора. Я еще вчера в портфель уложил тетрадки, а в пенал карандаши вставил по порядку.
Папа чистил мне ботинки и сдувал с меня пылинки. Мама мой большой портфель собирала целый день. Папа с мамой почему-то сильно волновались. Говорят, не спали ночь, за меня боялись. Почему-то мама с папой так разволновались, словно вместо меня в школу первый раз собрались. Нам ни капельки, друзья, не было обидно, когда сказали: первые классы за цветов не видно. Книжки будут у меня толстые-притолстые, прочитаю, буду знать все, что знают взрослые. Если даже будет трудно вычитать и умножать, мы учиться обещаем на 4 и на 5. Встретились снова друзья и подруги. Наверное, много расскажут друг другу о том, что увидели, где побывали и что с кем случилось, пока отдыхали. О том, что соскучились очень, о том, что за лето испортился почерк. Десяткам и сотней других новостей. Надо порадовать срочно друзей. Я тоже порадуюсь. Повод же есть тому, что за лето мы повзрослели, выросли, сил набрались, загорели. Теперь же позвольте нам обратиться к тем, кто лишь начинает учиться. Вас, первоклассники, мы поздравляем, отличных успехов в учебе желаем. Желаем найти в школе новых друзей и здесь провести много радостных дней. Дружите со школой, с учителями, и скоро вы станете выпускниками. Здесь вас научат множество премудростей, решать задачи, правильно писать, научат не бояться трудностей и книги умные читать. И каждый за собой следить научится, портфель собрать, косички заплести. Мы очень верим, все у вас получится. Так добрый час, счастливого пути! Доброе утро, дорогие друзья, дорогие ребята, дорогие первоклашки, которых сегодня у нас предостаточно и заняли всю нашу главную площадь. Конечно, уважаемые родители и педагогический коллектив. Я всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем, Днем знаний и начала нового учебного года. От всей души желаю вам успехов, благополучия, хороших оценок в этом году учебном. Ну и, конечно, стремиться к лучшему, стремиться к хорошему. И я знаю, что все у нас получится. В добрый путь! И пора за парты всем садиться. Мы не шутим, братцы, ни на грамм. Ведь мы сами торопили лето, чтобы поскорее увидеть всех. И принародно признаемся в этом. Мы признаемся и в том, что нам очень хотелось поскорее прийти в школу. Ведь это наш последний праздник, 1 сентября. Мы понимаем, что выходим на последний школьный старт. И эта мысль не дает нам сейчас покоя. Мы очень любим тебя, родная школа. Прими от нас признание в этом. Сегодня с этой трибуны я хочу сказать, что школа полностью готова к началу учебного года. И я благодарю тех, кто вложил силы, труд, знания, умения, свой профессионализм для того, чтобы сделать большой ремонт. В этом году был сделан ремонт ограждения фасада нашей школы. И вы видите и забор наш новый, и наши ворота новые. Также благодаря инициативе родителей, и я назову
это Булатовой Гюзель Рустямовны, это Штаевой Марины Николаевны, которые были 21 июля на встрече с губернатором Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым. Была выдвинута инициатива об замене оконных блоков в начальном звене. И 21 окно было вставлено. Вы видите, что фасад нашей школы тоже изменился. Это стоит хороших денег, но я так думаю, что комфорт и удовольствие, которое мы получим от того, что окна вставлены, и тепло, которое будет, это того стоит. Также я хочу сказать, что хлопотами администрации нашего района и помощью акционерного общества «Роснефть» были выделены деньги на ремонт крыши актового зала и спортивного зала. И эти объекты, которые я назвала, были отремонтированы в срок и с хорошим качеством. Мне хочется назвать пофамильно тех, кто работали, не покладая рук, на ремонте школы. Во-первых, это депутат районного совета Безруков Анатолий Михайлович. Спасибо вам, Анатолий Михайлович. Это Титов Юрий Иванович. Я благодарю всех технических работников, потому что они столько в этом году мусора вывезли, что я не помню даже такого. Я благодарю Синякова Андрея Ивановича, нашего рабочего. Я благодарю директора техникума Бигбаева Ильдара Адельевича. Он выделяет нам машину всегда. Также благодарю и выражаю огромную благодарность губернатору Ульяновской области Морозову Сергею Ивановичу за окна. И я так думаю, что в 2019 году такой ремонт у нас продолжится. Также мне хочется назвать рабочих, которые огораживали школу. Это Абдеев Радик Ринатович, Волков Сергей Иванович. Волков Сергей Иванович – это наш выпускник, он как раз варил ворота. На крыше работали Зызин Анатолий Владимирович, Коннов Андрей Владимирович и наш выпускник 2018 года Юшин Роман Сергеевич. Я его называю по имени-отчеству, потому что он второе лето работает на крыше. Сначала он работал на крыше перехода здания от основного здания к актовому залу, а этим летом он работал на крыше актового и спортивного зала. Хорошего выпускника мы выпустили, трудолюбивого, это точно. Всех благодарю. И поэтому в этот праздничный день я хочу сказать огромное спасибо всем родителям нашей школы. Я это поняла, когда мы утром в субботу нам надо было выносить старые оконные блоки, и около 30 мужчин пришли сюда работать. Огромное вам спасибо. А на следующий день, в воскресенье, женщины отмывали классы, и к понедельнику школа была уже готова. Сердечное спасибо и низкий вам поклон за то, что вы так любите детей. Это дорогого стоит. Всем в добрый путь. Его Пресвященство епископа Филарета Барышского-Инзовского, прихода нашего святого храма, святителя Николая Чудотворца, всеми евреями прихожанства нашего храма. Всех вас поздравляем с Днем Знаний. В Евангелии от Матфея мы слышим такие слова: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». А Бог есть любовь, благо, добро. Вот к этому все и стремимся в этой временной жизни. И вот на вашем пути как раз именно этап школы. Вот. И дай Бог, чтобы в соработничестве с православной церковью, с педагогическим коллективом, родителями и детьми вот этот период школьный прошел, чтобы наполнить знаний в этой временной жизни, духовных знаний, хорошее воспитание. Вот. И с помощью Божией быть достойными гражданами нашей Родины, нашей России. Божье благословение пребывает со всеми нами. Храни вас всех Господь и помощи Божией. С 1 сентября начинается отсчет новой ступени в жизни каждого учащегося, а в жизни первоклашек начинается важный этап в жизни. Сразу после линейки школьники разошлись по своим классам, где прошли первые в этом году учебные часы. От всей души и искренне мы поздравляем ребятишек с этим замечательным днем, с началом учебного года. Пожелаем им успехов, крепкого здоровья и, конечно же, достижений новых высот.
знаменит наш Радищевский край трудолюбивыми хлеборобами. В сельском хозяйстве по-прежнему идет горячая пора. Уже завершается уборка зерновых культур. Вашему вниманию мы предлагаем вести с полей общества с ограниченной ответственностью «Агроинвест» и агрофирма «Дворянская». В Радищевском районе завершается уборка зерновых. Аграрии общества с ограниченной ответственностью «Агроинвест» и агрофирма «Дворянская» убрали более 80% площадей зерновых культур. Поздние культуры планируется убрать в ближайшие дни. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора общества с ограниченной ответственностью «Агроинвест» Дамир Фергатович Курмакаев. По важности на первый план сейчас выступает сев озимых, и его планируется завершить уже в ближайшие дни. Хозяйство продолжает закладку урожая будущего года, готовит семена яровых культур, в круглосуточном режиме ведет подготовку полей, поверхностную обработку и глубокую вспашку зябя. Частично освободившуюся технику готовят под уборку подсолнечника. При благоприятных условиях погоды сортовой подсолнечник начнут убирать уже примерно через 2 недели, гибриды пойдут чуть позже. Огромную роль в успехе агропромышленного комплекса хозяйства играет новая сельхозтехника. Машинно-тракторный парк в этих хозяйствах значительно обновился. За последние годы в этом направлении было сделано очень много, но это не значит, что мы заменили всю технику. И эта работа продолжается, отметил учредитель агрофирмы «Дворянская» Юнес Абдулкадырович Бирюков. Одной из главных задач отрасли растениеводства является реализация продукции. Сейчас, конечно же, еще пока отмечаются низкие закупочные цены на зерно, поэтому продукция хлеборобов отгружается на склады. Площадями для хранения хозяйства обеспечены в полной мере. Зерна же имеются в достаточном количестве и достойном качестве. Ожидается, что в конце сентября, начале октября активизируется реализация зерна. Оба хозяйства в оптимальные сроки завершают уборку. Работы были произведены организованно, урожай в этом году достаточно хороший, потери сведены к минимуму. Работ в хозяйствах достаточно. Наряду с уборкой яровых и посевом озимых на зимовку скота еще заготавливаются корма. Вовремя собранный и правильно очищенный качественный урожай – это и хорошие доходы хозяйства, и достойное благосостояние самих производителей сельскохозяйственной продукции. Поэтому пока мы с удовольствием пожелаем всем аграриям нашего района благоприятной погоды и скорого завершения уборочной кампании. На сегодня это были все новости. После столь длительной разлуки нам очень приятно возвратиться вновь в эту студию, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество вместе с вами, уважаемые телезрители. Если у вас есть чем поделиться, звоните в нашу редакцию. Мы обязательно услышим каждого из вас. Ну а пока мы с удовольствием приглашаем к экранам тех, кто по-прежнему любит и очень сильно хочет поздравить своих родных и близких. В эфире рубрика «Музыкальное поздравление».